Шишова. Мы рады приветствовать вас в этом прекрасном зале Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая. И сегодня коллектив филармонического музыкально-литературного лектория под руководством заслуженного артиста Республики Татарстан Владимира Васильева представляет вашему вниманию концерт, который посвящен творчеству выдающегося татарского композитора Салиха Сайдашева. Салих Сайдашев занимает особое место в истории национальной музыкальной культуры Татарстана. Он одним из первых заложил основы татарской профессиональной музыки. На протяжении всей своей жизни Салих Сайдашев вел активную просветительскую, педагогическую и концертную деятельность, а также создал новый музыкальный жанр – музыкальную драму, предвосхитив появление национальной оперы. Прозвучит песня Салиха Сайдашева на слова Хабибуллы Фатхуллина «Хуш аулым» – «Прощай, моя деревня». Для вас поет народный артист Республики Татарстан, заслуженный артист России Георгий Ибушев.
3 декабря 1900 года на свет появился Салих Сайдашев в семье Замалетдина и Махубжамал Сайдашевых. Он был долгожданным 10-м ребенком. В то время дети часто умирали в раннем возрасте, и в живых осталось только двое – Амина и Салих. Так сложилось, что и отец будущего композитора за неделю до рождения сына простудился и внезапно скончался. Может быть, поэтому, оставшись без ласки и воспитания отца, решение многих вопросов личной и бытовой жизни так нелегко давались ему по жизни. Прозвучит песня Салиха Сайдашева на слова Мусы Джалиля «Жерларым», «Песни мои». На сцене Георгий Ибушев. Играя с детьми, он напевал знакомые мелодии и очень задорно выстукивал ритм деревянной ножкой.
Но настоящей страстью мальчика стала гармонь, которая была практически в каждой татарской семье. Марьям Рафикова, двоюродная сестра Салиха, которая научила его игре на гармонии, вспоминала: «Я привязывала пальцы маленького Салиха к своим пальцам, затем сажала его к себе на колени и медленно играла вместе с ним какую-нибудь песню. Его пальцы при этом вместе с моими пальцами нажимали на клавиши. После повторения много раз одной и той же мелодии он сам начинал нажимать на те же клавиши и быстро научился играть». Прозвучит песня Салиха Сайдашева на слова Ахмеда Ерекеева «Биби Сара» в исполнении лауреата международных конкурсов Гульнары Байназаровой. на двоюродной сестре Салиха. В 1912 году Амина, старшая родная сестра Салиха, выходит замуж за Шагабуддина Ахмерова. Это был известный в то время журналист, организатор первого татарского педагогического журнала «Мертеп». С того времени маленький Салих вместе со своей мамой переезжает уже в дом Амины и Шагабуддина. Именно Шагабуддин стал для мальчика чутким воспитателем и мудрым наставником. Заметив большую одаренность Салиха, его освободили от мелких бытовых домашних дел и создали условия для занятия музыкой. Прозвучит песня Салиха Сайдашева на слова Гали Хузиева «Халисе».
И я приглашаю на эту сцену заслуженного артиста Республики Татарстан Владимира Васильева. В музыкальном колледже имени Салиха Сайдашева традиционно проходит республиканский конкурс вокалистов имени композитора. Это достаточно известный конкурс, в котором принимали участие многие певцы. И сегодня в нашем коллективе, в филармоническом музыкально-литературном лектории, работают 5 артистов, которые в разные годы стали лауреатами конкурса. Конечно же, это Георгий Ивушев, Владимир Васильев, Гульнара Байназарова, Дмитрий Босов и Алиса Мамина. И сейчас прозвучит песня Салиха Сайдашева «Эй, гнеле месе», «Эх, весело на посиделках» из драмы «Вишгулек» Тази Гизата. Для вас поет Владимир Васильев. Thank you.
люди той эпохи. Поэты, писатели, артисты. Габдулла Тукай, Фатих Амирхан, Гафур Кулахметов, Галяскар Камал и другие. Многие знали, что Салих с большим увлечением и упорством занимается музыкой. Послушать игру юного музыканта часто заходил Габдулла Тукай. Прозвучит вторая песня Наджии из музыкальной драмы Салиха Сайдашева «Священное поручение» на слова Тази Гизата. Поет заслуженная артистка Республики Татарстан Регина Валиева. Его вдохновением стала девушка с красивым двойным именем Фатимахи Зухра, которую он обучал музыке, восхищался ее музыкальной одаренностью и пением. Правда, спустя 2 года родители девушки выдали замуж ее за другого человека, и она была вынуждена с мужем уехать в Ташкент. Спустя 30 лет, во время гастролей по Средней Азии, Сайдашев вновь найдет ту самую Фатимахи Зухру, и тогда композитор ей скажет: «Не сложилась у меня жизнь так, как хотелось бы.
Конечно, посвятил я ее музыке, да только без личной жизни и музыка плохо складывается. Когда я тебя потерял, опустела моя жизнь. Все как будто не хватало мне чего-то. По воспоминаниям дочери, перед смертью Фатима Хизухра просила поставить проигрыватель с музыкой Сайдашева. Прозвучит песня Салиха Сайдашева на слова Мухаммеда Садри «Чишме Буэнда» у родника. Исполняет лауреат международных конкурсов Тимур Сабиров. Валентина Мухина. Их сблизила музыка. Она была прекрасной пианисткой, и именно в ней Салих нашел родственную душу. Опасаясь, что родственники воспрепятствуют их браку, молодые тайно расписались в 1925 году в ЗАГСе и 10 дней жили на квартире у друга Салиха Джаудата Файзи, и только потом объявили об этом родным. Конечно, в семье их постарались понять и приняли. Но счастье, увы, оказалось совсем недолгим. Через год Валентина умерла во время родов. Новорожденного назвали Альфредом и из родильного дома привезли к матери Салиха. Впоследствии композитор будет еще 2 раза женат на Асие Казаковой и на Софие Альняевой, от которых у них родится 3 сыновей, но в живых останется только сын Науфаль.
Со временем композитор не раз замечал, что той духовной близости и поддержки в творческих начинаниях, которая связывала его с первой женой Валентиной, он, к сожалению, больше уже никогда не обрел. Прозвучит «Кландер Турандажир», песня о Кандре Салиха Сайдашева из драмы Карима Тинчурина. На сцене Тимур Сабиров. Поведала ему о своем давнем, трогательном и удивительном сне, который стал предзнаменованием особого дара ее ребенка. Раннее утро. Чувствуется, восход уже близок. Открываю окно и вижу, как на ветку сирени сел соловей и весь залился трелью. Он поет, а я слушаю соловьиную песню, зачарованная. Ах, только бы не улетела, думаю, и хочу тихонько отойти от окна. И только хотела я это сделать, как резко толкнулся в моем животе ребенок, и я проснулась. Музыкальную программу продолжит задушевный напев Салиха Сайдашева. Выступает лауреат премии имени Мусы Джалиля Ильяс Камалов.
драматический театр, Салих Сайдашев возвращается в Казань и приступает к работе заведующего музыкальной частью и дирижером театра. Среди первых произведений Сайдашева для театра можно назвать музыку к спектаклям «Родина», «Галия-Бану», «Башмачки» и другие. А сейчас прозвучит песня Булата «Кара-Урман» Салиха Сайдашева из музыкальной драмы Карима Тинчурина «Голубая шаль». Поет обладатель Шаляпинской премии Дмитрий Босов. Широковещательная радиостанция, которая транслирует передачи на татарском и русском языках. Большая студия располагалась в здании Татарского драматического театра. Здесь с большим увлечением Салих Сайдашев руководит музыкальной частью. Он был и музыкальным редактором, и концертмейстером, под аккомпанемент которого в эфире зазвучали народные песни в исполнении Марьям Рахманкуловой, Сиддика Айдарова, Гульсум Сулеймановой и многих других артистов. Прозвучит песня Салиха Сайдашева на слова Карима Тинчурина «Біз кабызган кутла» — огонь, который мы зажгли. На сцене Дмитрий Босов.
из Татарии. Среди них был и Салих Сайдашев. Он неустанно работал над собой, тщательно изучал партитуры русских и зарубежных классиков и, по воспоминаниям современников, носил с собой как святыню клавир оперы Петра Чайковского «Евгений Онегин». Прозвучит песня Салиха Сайдашева «Тургай. Жаворонок» в исполнении лауреата международных конкурсов Оксаны Шайдуллиной. Все больше стало происходить драматических событий. Его музыка стала подвергаться жесткой критике. Его исключают из Союза композиторов ТАССР, увольняют из театра и радиокомитета. Несмотря на это, он мужественно преодолевал испытания судьбы и продолжал писать свою прекрасную музыку, наполняя ее светлыми и возвышенными чувствами. Лишившись работы в театре, он начинает организовывать свои сольные авторские концерты и заниматься активной гастрольной деятельностью, пропагандируя татарскую симфоническую музыку во всех уголках Советского Союза. На одном из таких выступлений Адель Кутуй сказал свои знаменитые слова, ставшие крылатым выражением, назвав Салиха Сайдашева «Тукаем в музыке». Прозвучит песня «Пуговица» Салиха Сайдашева из музыкальной драмы «Галия Бану» на сюжет Мирхайдара Файзи. На сцене Оксана Шайдуллина. Саван поеда
творческим дарованием Салиха Сайдашева поэты посвящали композитору собственное сочинение. Одно из них – стихотворение Рената Хариса «От сердца к сердцу» в переводе Лидии Григорьевой. Бродил по улицам Казани среди нас по первому серебряному снегу души народа мелодичный глаз, на время воплотившись в человека. Счастливцы, кто живым его застал, я им завидую, я слишком поздно вырос, но с детства душу счастьем наполнял таинственный голубоглазый голос. Когда я становился к жизни глух, и меркли краски, и слова сникали, мелодии его, как верный друг, меня от бед нахлынувших спасали. Стал голосом народа и надеждой Сайдаш, голубоглазый, светлоликий. От сердца к сердцу он идет, как прежде по улицам, задумчиво и тихо. Прозвучит песня «Эдрен Дингес» из пьесы Тазигизада «Шин Мехебет». Поет Владимир Васильев. произведений, из которых широкому кругу слушателей известна лишь треть его сочинений. Нотные сборники в Казани начали издавать лишь в 50-е годы, и рукописи многих спектаклей были утеряны и не дошли до нашего времени. Огромный вклад
сохранение и восстановление творческого наследия Салиха Сайдашева внес композитор Ринат Яникеев, который разобрал рукописи и издал бесценные сборники сочинений Салиха Сайдашева в 3 томах. Прозвучит ария Гульюзум Салиха Сайдашева из драмы Тазигизата «Наемщик». Поет Гульнара Байназарова. Прощаться с композитором пришло так много людей, что казалось, собрался весь город, как когда-то провожали великого Тукая.
Салих Сайдашев был и остается всенародно любимым композитором. Память о нем увековечена в литературе, живописи, скульптуре, названиях улиц. Его имя присвоено общеобразовательным учреждениям республики. В 1993 году в Казани открыли музей композитора, расположенный во флигеле театра имени Карима Тинчурина. В 2000 году, к столетию со дня рождения композитора, имя Салиха Сайдашева было присвоено обновленному государственному большому концертному залу в Казани, а также Дворцу культуры по улице Николая Ершова. В 2005 году был установлен всем известный памятник композитору, расположенный на пересечении улиц Татарстан и Лево-Булачной. Проводятся республиканские конкурсы, фестивали и научные конференции, благодаря которым сохраняется и популяризируется творческое наследие великого татарского композитора Салиха Сайдашева. Прозвучит ария Батыржана из музыкальной драмы Салиха Сайдашева «Наемщик», которая является одной из вершин его композиторского мастерства. Для вас поет лауреат всероссийских конкурсов Сергей Беляков. принес композитору славу и всенародную известность. Он был награжден именными золотыми часами от наркома обороны Климента Ворошилова. В военные годы под звуки этого марша от стен Казанского Кремля на фронт уходили солдаты. А после окончания войны марш звучал уже как символ победы и ликования. А в наше время ежедневно, когда прибывает и отправляется фирменный поезд Татарстан, Казань, Москва,
на железнодорожном вокзале неизменно звучит марш Красной Армии Салиха Сайдашева. Небольшой анонс. Коллектив филармонического музыкально-литературного лектория представляет вашему вниманию новый цикл концертов «100 арий и романсов Петра Ильича Чайковского». Концерты состоятся в зале филармонии 17 февраля, 3 марта и 4 апреля. А 12 марта мы приглашаем вас на концерт солистки нашего коллектива, лауреата международных конкурсов Гульнары Байназаровой «В душе весна». Билеты вы можете приобрести на сайте или в кассе филармонии. А нашу музыкальную программу продолжит лучезарная музыка Салиха Сайдашева «Каяшлы вальс», «Солнечный вальс». Поет Регина Валиева. Oh,
Ульяна и Гульюзум из музыкальной драмы «Наемщик». Музыка народного артиста ТАССР Салиха Сайдашева, слова Тази Гизата. Для вас поют Георгий Ибушев и Гульнара Байназарова. посвященный творчеству выдающегося татарского композитора Салиха Сайдашева. И я, лектор-музыковед Мария Черных, хотела бы еще раз представить вам наших артистов филармонического музыкально-литературного лектория. Партия скрипки Дарья Ливанова.
призвание художника – озарять светом глубины человеческой души. А мы с вами не прощаемся, а говорим, как всегда, до новых встреч! Спасибо.